Сегодня после масштабной реконструкции открыли участок федеральной автодороги М-29 «Кавказ» в Ингушетии. В торжественной церемонии приняли участие глава республики Юнусбек Евкуров и министр транспорта страны Максим Соколов. Подробности у нашего корреспондента. Дорога М-29 выглядит очень нарядной, а причина – официальное завершение реконструкции этого участка федеральной автотранспортной артерии. За 2 года сюда были вложены средства на миллиард рублей и труд сотен рабочих. 13 километров дороги, из них 10 километров по республике Ингушетия. Ну, значение, о чем там говорить, когда уменьшается аварийность, увеличивается пропускная способность. Люди рады, мы тоже рады. Металлические отбойники на протяжении всей трассы, дорожные знаки и новая разметка. Реконструированный участок отвечает всем техническим нормам. А на радость автолюбителям и сотрудникам госавтоинспекции дорога была расширена до 4 полос, что существенно увеличило ее пропускную способность. Сегодня я второй разъезд по этой дороге и очень благодарен, говорю спасибо всем, кто трудился здесь. Очень приятно, красиво. Дорога эта строилась, можно сказать, на наших глазах. Всю ее проехали, всю исколесили. Да. Мы рады за вас, что вы рады за нас. В первую очередь для водителей это имеет значение. Это не то, что для водителей, для всех жителей нашей республики, для тех, кто проезжает по этой дороге и транзитным водителям. Это праздник сегодня, конечно. Для нас это снижение аварийности. Из вертолета выходит министр транспорта России Максим Соколов. Торжественное открытие этого участка дороги федерального значения не могло пройти без участия высокого гостя. Хоть такой по-зимнему промозглый, но праздничный день. На душе все равно солнце, потому что мы здесь открываем в республике новый участок дороги. Дороги действительно современный, отвечающий всем международным стандартам. И главное, что это участок дороги трассы Кавказ М-29, которая связала в единую систему транспортную все наши республики Северного Кавказа. Но вот, видите, уже не терпится проехаться по новой трассе, поэтому буду заканчивать. Хочу искренне поблагодарить, в первую очередь, Дмитрий Владимирович, вас, конечно же, главу республики, все правительство за ту дружную работу, за тот контроль, который вы осуществляли. Не просто было, я это знаю. Сегодня хочу сказать в первую очередь спасибо Министерству транспорта. Хочу сказать в первую очередь спасибо Руслану, который в Северо-Кавказском федеральном округе возглавляет это направление. Хочу сказать огромное спасибо телам Росавтодору, который делает постоянно внимание и контролирует этот участок и другие участки и помогает в этих направлениях. И, конечно, бесспорно вам, тем, кто стоит в этих оранжевых костюмах, в синих костюмах, тем, кто работал на этой дороге. Тех, кто работал над реконструкцией трассы день и ночь, в холода и морозы, Максим Соколов и Юнусбек Евкуров отметили своими благодарностями и грамотами. Очень рады, что наконец-то мы открыли эту дорогу. Это очень важно для нашей республики, в целом для страны. Это одна из важнейших транспортных артерий нашей страны. Колонна автомашин уже ждет, не дождется возможности проехать по новому асфальту. Это «Волга» 46-го года. Не раз ездила по старой трассе «Кавказ». И сегодня она опробует новое дорожное покрытие наравне с железными конями мотоклуба «Эрзи». Торжественно перевернув дорожный знак, глава Ингушетии и министр транспорта России открывают путь автомобилям. Счастливый путь. Хава Султыгова, Сулымбек Аздоев. Новости 24.